Доброго времени суток! В эфире телепрограмма «Кефир» на Кей-Муз. С вами я, Джамала Осмонова. В течение часа я буду вместе с вами, а также наши замечательные гости. А на какую тему будем сегодня говорить, я сейчас чуть позже объявлю. До этого хочу поблагодарить наших партнеров. Это компания «Шоро», родниковая вода «Легенда». Пейте исключительно чистую воду. Сегодня говорим про спорт, говорим про здоровый образ жизни. И пригласили мы ребят, которые продвигают такое спортивное течение под названием Street Workout. Если вы слышали про данный вид спорта, ну, я думаю, наверняка вы все каким-то образом связаны со спортом. Кто-то, возможно, какие-то секции посещает, кто-то просто по вечерам ходит и тренируется. А это как раз-таки тот вид спорта, который все вышеобозначенное в себе совмещает. Что это такое? Вот мы сейчас уже будем расспрашивать у наших гостей. С нами сегодня Богатырев Тамерлан, а также Багаудин Талканов, если не ошибаюсь. Такие у вас сложные фамилии. Они являются лидерами движения Street Workout, называется. Здравствуйте еще раз. И также хочется отметить, что к нам вскоре подъедет Нуралиев Марат Абдикеримович, зам Министерства труда, миграции и молодежи. Ну, я думаю, такому человеку мы опоздание простим, наверное, пока начнем беседовать. Давайте небольшую сводку о том, что же такое Street Workout. Ну, в первую очередь, это, конечно, работа со своим весом, с применением турников, брусьев, шведской стены. Что такое шведская стена? Вот, честно, я не спортсменка, изредка, конечно, хожу куда-то в зал качаться, но вот шведская стена, что это за стена такая? Китайскую стену знаю, шведскую нет. Шведская стена, если взять, ее использовали всегда в Советском Союзе и в спортивной гимнастике. Это самый простой снаряд, вертикально установленный, состоящий из нескольких таких шпал или как труб, можно сказать, без очень удобно. установленный по вертикальной плоскости. И очень такой универсальный снаряд, можно выполнять достаточно большое количество упражнений на нем. У нас, расскажите, пожалуйста, вот такое вот современное оборудование в Кыргызстане имеется? Да, на сегодняшний день у нас открылась специализированная площадка, которая не имеет аналогов по Кыргызстану. И можно смело хвастаться то, что даже фактически в Казахстане такой нет специализированной площадки, как у нас. На открытие этой площадки мы приглашали гостей из Казахстана, приезжал главный тренер, это Айтым Джакупов, и он тоже оценил наш уровень нашего развития довольно-таки на высоком уровне. То, что у нас развивается, пропагандируется. Мы лично были на одном из ваших занятий, вы нас действительно поразили своей пластичностью, своей силой мужской. Я думаю, чуть позже покажем сюжет о том, как проходит, собственно, ваше занятие. А сейчас давайте подробно более поговорим про истоки данного течения Street Workout. Как давно существует и откуда у вас такой интерес к нему? Ну, это движение зародилось уже довольно-таки давно. Пошло на, как обычно, все, что идет модно, это с Запада. Мой первый видеоролик это было Дениса Минина, который я увидел несколько лет назад, можно сказать. И он мне хороший дал толчок. Багаудин, по-моему, Ганнибала первый ролик ты увидел, да? Западного спортсмена с Америки. Ганнибал, который выполнял такие достаточно сильные трюки на тот момент. Были просто фантастическими, и казалось невозможно их было выполнять. И все практически смотрели, поражались, пытались повторить. Откуда вот пошло это течение? Наверное, потому что у кого-то, может быть, на Западе денег не хватало. Это случайно не с гетто кварталов Америки течение пошло? Может быть, люди там решили сэкономить на тренировках и решили на улицах заниматься? Или какие-то еще варианты есть? Ну, я думаю, что именно это как раз-таки фантазия человека привела именно к такому движению. То есть, вот как основатель воркаута, это считается Ганнибал. И когда вот даже мы на чемпионате мира встречались с ним, беседовали, он нам рассказывал много очень хороших историй. И как раз-таки это пошло с того, что просто выходил, занимался, пропагандировал здоровый образ жизни. И вот так единомышленников находил, в конце концов, они фантазировали над этим, допустим, над какими-то элементами, над этим, и к этому оно все-таки и привело. Хорошо, вот сейчас нас смотрят наверняка телезрители. Расскажите, могут ли они все приобщиться к вашей компании? Или у вас какие-то критерии особенные для отбора, только качков берете? Конечно. Мы рады любому, кто придет к нам тренироваться, и совершенно никаких требований не нужно, ограничений совсем нет. Может тренироваться буквально от 4 лет, и
Да, я не могу даже сказать возраст. Любой, кто хочет, может тренироваться. Ну, наш самый молодой участник – это 4 годика. 4 годика. Да. Отжимается 40 раз. 40 раз. А вот про возрастной лимит хочу поговорить. Детям с 4 лет, скажем, до подросткового периода не опасно ли качаться Ну, там и сильные нагрузки получать? Для них мы специальную программу разработали, для этих маленьких участников. Соответственно, там нагрузки практически никакой нету. Но, конечно, мы в первую очередь смотрим на возраст, на базу нашего участника. Исходя из этого мы уже подгоняем, можно сказать, под него программу. Поэтому 4 годика, там он начинает с элементарно, это с отжимания и подтягивания, конечно, с нашей помощью. Поэтому там вреда никакого нет. Хорошо. А сейчас также хотелось бы спросить у вас, откуда вы пришли. Я хочу вопрос задать Багаудину. Вот до этого занимались вы спортом наверняка? Да, до этого я практически с детства занимаюсь спортом. Занимался плаванием, немного спортивной гимнастикой, потом, правда, ушел в бокс, занимался боксом очень долгое время. Но с поступлением на медицинский факультет. Вы еще студентом являетесь? Да, я поступил на медицинский факультет, и совершенно не было времени практически на спортивную деятельность и вообще. И чтобы поддерживать как-то физическую форму, я начал выходить во двор на обычные те же самые снаряды, турники и просто подтягиваться. Я встретил там тоже ребят, которые также подтягивались, но умели какие-то делать трюки. Мне тоже стало интересно. Я начал заходить в интернет, также и увидел ролик Ганнибала, как он вещи эти делает такие. Ганнибал, я так поняла, это вообще какой-то гуру практически. Да. Какой-то бог. На самом деле он необычный человек. Сам по себе он как человек, он простой очень, доступный. Вот я как уже говорил, то, что мы встречались с ним на чемпионате мира. Тоже Багаудин, мы сидели, беседовали, много вопросов на него сыпалось с нашей стороны. И мы думали, что это человек, которому тяжело, допустим, там он охрана будет, там, в общем, тяжело будет добраться до него. Нет, это вообще легко было добраться до него. Подошли, познакомились, немножко рассказали про Кыргызстан, ему очень интересно стало, мы его пригласили. И надеемся, что он в конце июня месяца он приедет к нам в гости. Хорошо. Я знаю, что уже официальная федерация открыта. Как раз таки Нуралиев Марат Абдукеримович, который сейчас к нам едет, является президентом данной федерации, а вы являетесь инициаторами. 2 года уже существует, как я поняла. Ну, почти год уже. Хорошо. Сейчас для молодых людей, девушек, в общем-то, для всех, которые заинтересовались, это могут быть люди абсолютно разных возрастов, как я поняла, и бабушки, и дедушки тоже могут прийти. Правда? Да. Хорошо. Вот такое вот течение интересно называется Street Workout. Это уличные тренировки. А сейчас давайте, чтобы передать ту атмосферу, которая царит во время занятий, переключимся на наш сюжет, после которого продолжим нашу беседу. С недавних пор для патриотов спорта появилась отличная возможность заниматься бодростью тела и духа абсолютно бесплатно. Первая в республике специализированная спортивная школа для занятий Street Workout уже набирает крутые обороты. Street Workout – разновидность уличного спорта, включающая выполнение различных упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и даже на земле. Спортивная площадка расположилась на пересечении улицы Московской и бульвара Молодой Гвардии на территории средней школы номер 8. Все желающие могут улучшить свою физическую форму безвозмездно. Кроме того, здесь планируется проводить различные мастер-классы и соревнования. Президент Федерации Street Workout and Street Lifting Тамерлан Богатырев ознакомил нас с оборудованиями для тренировок и рассказал об упражнениях для новичков. Друзья, мы сейчас вам продемонстрируем прокачку бицепсов, трицепсов, именно как раз с этим инвентарем. Багаудин продемонстрирует нам сейчас. Обратите внимание именно, как он делает, то есть он опускается полностью, касаясь груди перекладины, и выпрямляет руки свои, выключает локти. Также можно расставлять, это идет нагрузка именно на грудь уже шире.
То есть, если вы уже берете, то нагрузка идет вовнутрь груди. Сейчас идет она на ширину, сейчас он продемонстрирует узкий хват. Это во внутреннюю грудь нагрузка идет больше. Обратите внимание именно на правильность. Опускаемся полностью, касаясь груди. И выпрямляет локти, выключает их. Сейчас мы вам продемонстрируем именно прокачку мышцы живота. Екатерина нам покажет. Не опускаемся до конца. Тело наше, спина находится в воздухе, тем самым дает хорошую нагрузку на живот, на пресс. Это упражнение делайте не больше 15 раз, по 3, по 4 подхода. Ребята, вовлеченные в данное течение, называют себя воркаутерами или уличными спортсменами. В этом виде спорта накачать бицепсы хотят не только мужчины. Также постояльцами на тренировках здесь являются девушки с весьма развитой выносливостью. Рассказывай, сколько времени ты уже занимаешься спортом и какие результаты видны? В нашем виде спорта, стрит-воркауте, я относительно недавно занимаюсь примерно год. Результаты, в общем-то, хорошие. Стараемся, тренируемся, занимаемся, стремимся к лучшему. Камиль Мурзабеков, студент первого курса медицинской академии, несмотря на строгую учебную дисциплину, умудряется совмещать занятия с тренировками по воркауту. Ну, я начал уже заниматься как целый год. Ну, я когда начинал, я увидел Багаудина, получается, заинтересовался с ним, получается. Ну, этот спорт как бы доступный, он во всех площадках, получается, занимаешься сам, развиваешься сам. Это, там, знаете, нет границ, получается, этому. Ты сам себя развиваешь просто, и все. Больше ничего не надо, главное желание, чтобы было, и все. Также я впервые выступил в казахстанской арене, получается, там проходил фестиваль, на высшем уровне прошел он. Как утверждают основоположники Street Workout, для того, чтобы войти в их ряды, достаточно лишь иметь желание и тягу к самосовершенствованию. Мало того, очень скоро планируется организовать чемпионат международного масштаба по уличному спорту в Кыргызстане. Так что мы можем с уверенностью заявить, что в ближайшем будущем наша страна начнет качать в двояком смысле этого слова. Говорят, что в здоровом теле здоровый дух. Именно под этим лозунгом мы проводим наш сегодняшний эфир, программу под названием «Кефир». У нас сегодня сплошные рифмы. И с вами я, Джамала Осмонова, ведущая данной программы. Мы сегодня говорим про спорт. И если вы сейчас успели обратить внимание, это были необычные тренировки, необычные снаряжения. Про течение говорим «Street Workout», так называется. И сегодня ребята, представители, напомню, данного течения с нами Богатырев Тамерлан и Толканов Багаудин являются лидерами движения. И сейчас во время паузы рекламной, вернее, во время нашего сюжета к нам присоединился Нуралиев Марат Абдыкеримович, зам министра труда, миграции и молодежи, а также почетный президент Федерации Street Workout. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас хотелось бы более подробно узнать у вас, как у человека, который имеет непосредственное отношение к развитию молодежи. Я так поняла, ребята к вам обратились за помощью, вы свою помощь им оказали. Расскажите, пожалуйста, чем это течение вас заинтересовало? Ну, мы как государственный орган, курирующий молодежную политику, мы всегда заинтересованы поддержать молодежь всячески. Но когда к нам подошли Тамерлан и ребята с этого движения, мы сразу увидели серьезность их намерения. И действительно это полностью совпадает с нашей стратегией. У нас, нами, министерством, была утверждена стратегия развития молодежной политики до 2015 года. И там одним из приоритетных направлений это пропаганда здорового образа жизни. И как раз стрит-воркаут это полностью соответствует нашим требованиям, потому что мы пропагандируем массовый спорт, для этого не нужно какие-то дополнительные финансовые затраты. И плюс мы сейчас еще планируем помочь, снарядить площадками в городе. А потом в этом году мы поставили перед собой задачу, чтобы не только в столице, а выезжать в регионы. Наверное, будем уже открывать филиалы в областях
и там тоже развивать в регионах стрит-воркаут. Хорошо, мы заговорили про то, что это массовый вид спорта, и раз уж мы говорим про то, что это здоровый спорт, я хотела бы упомянуть тот момент, что тренировки проходят на улице, правда? Абсолютно. Но как же быть тем родителям, которые, скажем, хотят отправить своих детей в зимний сезон тренироваться к вам? Гарантировано ли, обеспечено ли им вообще здоровое, скажем, здоровье вот, посредством ваших тренировок? Или они, наоборот, простуженные придут после занятий? Нет, это, конечно, все предусматривается. Если погода позволяет, допустим, если это температура высоко холодно, то, конечно, мы тренировки эти отменяем. Вот мы через социальные сети все опубликуем. Но если же благоприятствует, погода хорошая, то мы уже, конечно, проводим тренировки зимние. Но здесь, конечно, ну пока для начала этот вид спорта только развивается, поэтому сейчас как бы на улице все это мы начинаем оборудовать, да? Но также наши партнеры, например, из Астаны, да, поделились своим опытом, поскольку у них тоже суровые условия, да, погодные условия, они в основном занимаются в залах. Наверное, в будущем для нас тоже это будет такой альтернативой. Может быть, в залах можно устанавливать эти снаряжения. Но тогда же всяческий смысл теряет вообще. Не, это на время, наверное, зимнего периода, правильно? Это как альтернатива. А потом, наверное, в основном же люди будут заниматься на улице. Но на сегодняшний день Казахстан один из самых лидирующих считается по стрит-воркауту. Тем не менее, у них закрытый зал специализированный. Это единственный в мире, где они зимой тренируются, и это никак не снижает интерес молодежи к этому спорту, поэтому, наоборот, будет только Расскажите, пожалуйста, Тамерлан, о снаряжении, которое имеется у вас на площадке, как раз которое мы посетили во время съемок сюжета. Чем они отличаются от обычных турников? Ну, соответственно, там высота, ширина. Допустим, мы как привыкли в СФДПСке видеть, это стандарт. То есть, допустим, если советская площадка, то мы уже знаем, что там есть. А на нашей площадке там уже ширина турников, брусьев разная, допустим, там для прокачки всех групп мышц есть. И поэтому также она отличается тем, что она регулируется, высота, допустим, турников, тех же самых брусьев. Поэтому это удобно и современная конструкция. Хорошо. Вот, Маратбек, я хотела бы вам задать вопрос. Сами вы увлекаетесь стрит-воркаут? Я вот каждый раз с Тамерланом мы договариваемся. Конечно, ну, я думаю, любой подросток, любой молодой человек, наверное, если он мужчина, он так или иначе, он с какими-то элементами стрит-воркаут в жизни сталкивается. Может быть, вот целенаправленно, как движение стрит-воркаут, может быть, мы не занимались, но вот этими элементами, я думаю, обязательно каждый парень вот в Кыргызстане уж точно сталкивался, да? А так, конечно, чтобы призвать, пропагандировать здоровый образ жизни, мы, наверное, тоже начнем теперь тренироваться. Хорошо. Ну, значит, все в планах. Вы прям как я. Пойду завтра. Так месяц и проходит. Хорошо, вот расскажите, пожалуйста, раз уж вы у нас сегодня говорите про продвижение здорового образа жизни, помимо проекта Street Workout, какие еще проекты реализуются вами? У нас также мы поддерживаем национальные виды спорта, это конные спорты, и также поддерживаем уличный футбол. Потому что у нас есть специальный орган государственный, который занимается продвижением физической культуры и спорта. Это Госагентство по физической культуре и спорту. Но в нашу функцию министерства входит это в основном пропаганда и поддержка, наверное, тех видов спорта, которые не входят в олимпийские виды спорта. И поэтому больше у нас цели как бы привлечь молодежь к здоровому образу жизни, а не спорт сама является целью. Хорошо. Давайте поговорим про вашу федерацию, в частности, чем она занимается, какие уже проекты реализовались, какие победы уже имеются за плечами. Ну, один из самых таких ярких, конечно, это выступление, наше участие на чемпионате мира, который прошел в 2014 году. А где проходил? В Казахстане, в Астане, где принимало участие около 75 стран. Марат Абикеримович тоже был приглашен как почетный президент нашей спортивной федерации на это мероприятие. Также мы проводили фестивали, тоже с участием, около 100 атлетов принимали участие на наших мероприятиях при поддержке также Министерства труда, миграции и молодежи. 21 марта мы провели чемпионат, соревнования, где принимали участие на площади, принимали участие тоже около 100 спортсменов, и где были приглашены судьи из Казахстана, и также были оценены
оценено очень на высоком уровне наше движение, вообще наши атлеты. Поэтому. И также у нас на 2016 год это и такой будет массовое мероприятие, это чемпионат мира. Хорошо, пока что давайте напоследок оставим на десерт, да, самое интересное. Пусть пока что за завесой тайны остается. А вот про чемпионат мира, который прошел в Казахстане, хотелось бы более подробно узнать, насколько сильны ваши конкуренты? Ну, конечно, так как мы только начали заниматься и, можно сказать, за короткий срок мы показываем уже хорошие результаты. Ну, конкуренция, конечно, есть. Как я уже говорил, Казахстан является одним из самых сильнейших конкурентов на сегодняшний день. Также Россия, у России очень хорошие темпы роста в этом движении. Но, тем не менее, я считаю, что у нас тоже большие успехи. Есть шансы в 2016 году занять первое место на чемпионате мира. Ну, здесь можно еще дополнить то, что вот это движение пока еще очень молодое. Поэтому, как мы в шутку всегда говорим же, что главное участие, а не победа. Вот. Поэтому, несмотря на то, что это движение молодое, вот, уже они успели представить Кыргызстан на мировом уровне, то есть чемпионате мира. Это первый шаг. Я думаю, это очень хороший результат. Потому что еще, может быть, максимум 2 года, как это движение начало образовываться, зарегистрировали все такое, и уже они были представлены. И также хочу дополнить, Темирлана, недавно мы также побывали в Алмате, там был фестиваль «Здоровый образ жизни». Там тоже Кыргызстан очень хорошо выступил, на должном уровне они оценили. И каждые вот эти зарубежные поездки, такого рода мероприятия, это добавляет опыт и популярность наших спортсменов. Ну и не только наших спортсменов, а в целом нашей стране, можно сказать. Конечно, и возносите это наш флаг. поднимает имидж нашей страны, в первую очередь. Это как бы само собой, поэтому мы про это не сказали. Очень здорово, что наше министерство оказывает поддержку, то ходят такие слухи, что обратишься к вам за помощью, а вы не реагируете. Оказывается, да, вот сейчас видим, что и ребята продвигаются, и министерство работает. Ну, я думаю, что мы готовы дать опровержение этому. Ну, вот, ну, вы знаете, какие, да, слухи ходят на среди народа, но тем не менее сегодня вы являетесь явным тому опровержением. Я еще раз напомню номер прямого эфира 59 20 01. Мы говорим про относительно новое течение под названием Street Workout в Кыргызстане. Раз уж мы заговорили про вашу недавнюю поездку в Алматы, как раз таки вы нам отправили интересные фотографии свои. А сейчас давайте просмотрим нашу рубрику «Кей-фото», после которой также ждем ваших звонков. Просмотрели нашу традиционную рубрику под названием «Кей-фото». Если вы только к нам подключились, напоминаю, что вы смотрите программу «Кефир», а мы рассказываем вам про новое спортивное течение под названием Street Workout. И наши сегодня уважаемые гости пришли к нам. Это Нуралиев Мурат Абдукеримович, замминистра труда, миграции и молодежи, почетный президент Федерации Street Workout, также лидеры движения Street Workout в Кыргызстане. Это Богатырев Тамерлан и Толканов Багаудин. Вот полностью ваша организация, ваша федерация называется Street Workout и Street Lifting, правильно, да? Расскажите, пожалуйста, вот Street Lifting, что это такое? Это какое-то отдельное, другое течение, направление?
в данном виде спорта? Я думаю, кто нам расскажет. Давайте Багаудин. Что-то затихло. Стрит-воркаут и стритлифтинг — это как бы две культуры, которые в одном течении. Стрит-воркаут подразумевает собой выполнение в свободном стиле элементов и упражнений, то есть с массой своего тела, с весом своего тела. А стритлифтинг уже направлен на развитие именно мышечной массы и качеств именно мускулатуры человека. То есть упражнения с отягощениями, с утяжелениями, то есть обычные отжимания на брусьях и подтягивания на турнике уже с дополнительным весом. Они как бы уже входят тоже в соревновательную дисциплину. Ну это, как сказать, может, вторая ступень. Вначале просто без отягощения, потом уже, да, уже с отягощением. А вот расскажите, пожалуйста, есть ли у вас отдельная программа для девушек, может, по гендерному признаку как-то делится? Вот для девушек менее, скажем, трудная программа. Вот если я захочу вступить в ваши ряды, расскажите, пожалуйста, нам Багаудин. У нас, в принципе, стрит-воркаут не делится ни на девушек, ни на парней. Все занимаются именно свободно, то есть нету никаких ограничений. Но если же, например, только начинающие, конечно же, для парней и для девушек разные виды тренировок есть. Потому что девушкам дается всегда трудно занятия на турниках, на брусьях. Все-таки вообще по признаку, по гендерному, мужчина, по идее, мышечность больше развит, чем женщина. Поэтому и развитие тоже быстрее идет. Для девушек же нужно менее интенсивные тренировки. И в основном не на построение мышечной массы, а для поддержания тонуса. Хорошо, а вот про питание вы мне говорили до этого, Тамерлан, что вы отдельное индивидуальное питание прописываете каждому человеку. Каким образом? Ну, в первую очередь, конечно, мы спрашиваем, чем он вообще питается. Исходя из этого, мы уже смотрим, что он питается, и предлагаем что-то добавить, что-то вообще из рациона убрать. Если человек это хочет вес набрать, мышечную массу, то, конечно, мы ему советуем больше питаться белками. Это курицу, допустим. Вот. Если же наоборот он хочет вес бросить, то, соответственно, мы, исходя из этого, уже начинаем предлагать альтернативу, ну, для похудения, можно сказать, программу. Хорошо. А если человек питается исключительно жирной пищей, вы сказали, что вы основываетесь именно на его рацион питания? Не, ну, конечно, как я уже говорил, мы что-то рекомендуем убрать вообще из рациона. А если же он хочет похудеть, то, конечно, мы ему предлагаем вообще программу на кардио, чтобы больше нагрузка была такая интенсивная, и, соответственно, и похудение будет. Давайте сейчас дадим пару советов о том, как же можно все-таки похудеть. Ну, давайте небольшой рецепт скажем, что нужно пить там, на завтрак, на обед, на ужин. Ну, допустим, человек, если хочет похудеть, конечно, больше зелени. Очень хорошо на похудение дает это цитрусовая диета. Допустим, больше кушать апельсинов, допустим, больше киви, мандарины те же самые. И она хорошая, даст результат. Ну, а там уже под каждого человека, который к вам придет, вы сможете прописать отдельную программу. Абсолютно так. Отлично. Я еще раз представлю нашего гостя. Следующего Нуралиев Марат Абдыкеримович, замминистра по трудам, миграции и молодежи, также почетный президент Федерации Street Workout. Расскажите, пожалуйста, Мурат Байке, как вы оцениваете на данный момент вообще в целом состояние спорта в Кыргызской республике? Ну, вы знаете, здесь, наверное, надо смотреть с разного ракурса, да? Если смотреть чисто вот с ракурса энтузиазма нашей молодежи, то я бы дал оценку 5. Да? Почему? Потому что наша молодежь порой, может быть, недостаточно поддержки, но они пробиваются вот на мировой уровень, достигают определенных результатов, приходят там с хорошим результатом из-за рубежа. Поэтому в этом плане у меня очень надежды большие, что наша молодежь, вот нашу молодежь надо чуть-чуть подтолкнуть, и они уже дальше могут достичь очень больших высот и успехов. Да? И потом тоже вот одна из целей, вот стрит-воркаут, да, мы когда были в Астане на чемпионате мира, там тоже мы говорили с нашими коллегами из-за рубежа. Здесь главная идея также как бы под девизом «профилактика лучше, чем лечение». Вот нам не обязательно ждать, пока там наша молодежь, как, например, в некоторых странах страдают ожирением, да, где-то там определенные болезни очень распространены. Когда человек занимается, он не болеет. Соответственно, это тоже как бы очень большой вклад в развитие страны. Потому что мы всегда говорим,
здоровая молодежь – это здоровая нация, это здоровое будущее нашей страны. Поэтому здесь как бы цели намного далеки, да, чем это кажется на первый взгляд. Потому что молодежь может подумать, там, кто занимается стрит-воркаутом, он имеет, допустим, красивое тело, да, или просто там они умеют какие-то тяжелые эти трюки показывать. Но здесь цели, я бы сказал, намного как бы дольше идут. Да? Вот, ребят, хотелось бы к вам обратиться. После того, как вы накачали свое тело, стали красивее, изменилась как-то ваша жизнь? Может быть, девушки больше внимания стали обращаться? Но это же один из главных стимулов, согласитесь, для многих людей. Ну, это, конечно, тоже есть. Сделаете селфи в зеркале? Обязательно, без этого никак. Это модная тенденция, как и наше движение, поэтому мы всегда в тренде. Ну, значит, жизнь изменилась. Конечно, да. И я считаю, что именно как раз-таки наше движение, оно на сегодня день одна из самых модных. Поэтому человек, который хочет быть всегда в тренде, как я уже сказал, он может уже заниматься этим видом спортом модным. И она, во-первых, и модная, во-вторых, она дает хорошие результаты. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, вы употребляете алкоголь, спиртные напитки? Нет, абсолютно. Абсолютно, да. категорично. Потому что мы пропагандируем здоровый образ жизни. Я считаю, что кто пропагандирует здоровый образ жизни, не должен не употреблять ни алкоголь, ни... Это, соответственно, может понизить ваш тонус и повлиять на тренировки. Вот, Марат Беки, вот сейчас обсуждается вопрос о том, что стоит запретить кальяны в общественных заведениях. Как вы относитесь к данному вопросу? Мы, министерство, как я говорил, у нас тоже пропагандируем здоровый образ жизни. Мы тоже в лице министерства, когда проводим разного рода мероприятия, мы стараемся, чтобы там не употребляли спиртные напитки, чтобы на территории, где это проводится мероприятие, не курили. Ну, это не говорит о том, что совсем не курят. Может быть, кто-то выходит за пределы этой территории, курят там или не знаю. Но в основном как бы мы официально вот это пропагандируем. Почему? Потому что кальян, что этот. Ну, я читал разную литературу. Иногда в некоторых литературах пишется, что кальян это намного вреднее, чем, допустим, тот же табак. Это сигареты. Поэтому, если с этого ракурса смотреть, то из-за вреда, наверное, конечно, хорошо было бы запретить. Потому что чтобы мы хотели бы видеть, чтобы наша молодежь в будущем, чтобы они были телом красивые, и здоровье, чтобы у них крепкое было, и, конечно, чтобы и умом блистали. А не боитесь, что интеллектуальная часть пострадает молодежи, если она чересчур вовлечется в спорт? Не, вы знаете, здесь надо совмещать. Вот я недавно как раз увидел по интернету, там был представитель из другой страны, и он занимается сам бодибилдингом и имеет 2 диссертации докторских. То есть я думаю, вот этот стереотип, где кто-то, например, спортом занимается, он не дружит там с интеллектуальным чувством, я думаю, это ошибочно, потому стереотипы. Почему? Потому что в здоровом теле здоровый дух, соответственно, это здоровый ум. То есть он не отравлен там алкогольными напитками, там, табаком или и так далее. Да? Я думаю, наоборот, здоровые парни, которые тренируются, у них, наверное, больше потенциала тоже в умственном плане развития. Но это, может быть, есть какие-то люди, они только занимаются спортом и ни на что другое не обращают внимания. Это, я думаю, неправильно. Почему? Я всегда говорю, молодежь должна развиваться в 3 направлениях. Это первое – духовное, второе – это интеллектуальное, и третье – это физическое. То есть из 3 направлений, если у него не будет одного направления, я думаю, то тогда как бы это неполноценное развитие будет. Поэтому надо все 3 направления одинаково вести. Хорошо. Ребята, вот как у вас с интеллектуальным развитием обстоят дела? Ну, как стараемся совмещать спорт и Чем с учебой. занимаетесь помимо стрит-воркаута? Ну, я учусь, как и Багаудин. Я сейчас учусь на 1 курсе дипломатической академии при Министерстве иностранных дел, на факультет международных отношений. Соответственно, посещаем и стараемся посещать какие-то тренинги, какие-то семинары именно по менеджменту, по тайм-менеджменту. Поэтому мы качаем не только тело, но и мозги еще. Отлично. Ну, я думаю, что таким успехом первокурсников можно только позавидовать. И
поставить в пример другим нашим телезрителям, которые сейчас смотрят. Напомню, что говорим про спортивное течение Street Workout в Кыргызстане. Оно зародилось относительно недавно именно в пределах нашей страны. Если вы хотите также посещать занятия, они абсолютно бесплатные, поэтому можете до нас дозвониться, задать интересующие вас вопросы. Сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы продолжим наш эфир. Продолжаем наш эфир. Напоминаю, что у нас сегодня спортивная тематика, именно говорим про воркаут в рамках Кыргызстана. Это относительно новое течение, которое сейчас весьма популярно. Около 4000 человек, да, если не ошибаюсь, задействованы, или сколько в ваших рядах? Около 4000 человек. Да, вот около 4000 человек, дорогие друзья. Вы можете стать 4001 человеком. И если хотите также прийти на данные тренировки, попробовать свои силы, хочется отметить, что вам не нужна особая спортивная подготовка, то есть даже если вы раньше не интересовались подобными вещами, то добро пожаловать. И у нас сегодня в гостях, еще раз напомню, Богатырев Тамерлан и Толканов Багаудин, это лидеры движения Street Workout в Кыргызстане, соответственно, основоположники данного течения. Также Нуралиев Марат Абдыкеримович, замминистра труда, иммиграции и молодежи, также почетный президент Федерации Street Workout. Продолжаем нашу беседу с гостями. Сейчас хотелось бы также поговорить про то, что мы оставили на десерт. Соответственно, это чемпионат мира, который запланирован в Кыргызстане. И звучит, если честно, как миф. Вот в Кыргызстане чемпионат мира. Насколько это реалистично вообще? Марат Байки, расскажите нам, пожалуйста. Ну, когда в 2014 году в декабре проходил чемпионат мира по стрит-воркауту в Астане, мы изъявили желание провести в 2016 году у нас в Кыргызстане чемпионат. Во-первых, почему бы не в Кыргызстане? Потому что каждый человек, особенно молодежь, они должны ставить перед собой амбиции, перед собой такие цели и добиваться этого. И, во-вторых, я думаю, эта задача, в принципе, решима, потому что здесь не нужно там строить какие-то олимпийские городки, там стадионы и так далее. Здесь просто нужен будет очень большой зал, например, у нас есть дворец спорта или там стадион «Спартак», и там просто поставить снаряжение и, конечно, здесь организационный момент. Это надо очень таком на высоком уровне все это организовать. И это, я думаю, мы в силе этого провести и организовать. Поэтому мы заявку подали. В принципе, там наши партнеры, они согласны. Но нам предстоит очень много сделать. Вот за 2015 год мы должны на должном уровне развить это движение. Как я вначале говорил, построить площадки. И чтобы там были, конечно, в первую очередь молодежь, которые занимались стрит-воркаутом. И постепенно, когда сторонников, вот, кто занимается этим спортом, все больше и больше будет, соответственно, я думаю, актуальность этого движения еще повысится. И в 2016 году, если мы проведем это, опять же, это, во-первых, пропаганда здорового образа жизни, молодежь еще больше будет вовлекаться, и в первую очередь это имидж нашей страны, нашей Родины. Заговорят. А сколько стран вообще участвует в чемпионате? Сколько стран планируется привести, пригласить? У нас в Астане было 75 стран. 75 стран было представлено. Но надеемся, уже в 2016 году, наверное, еще больше станет уже участников, потому что этот спорт день за днем уже завоевывает популярность среди молодежи. А каким образом, расскажите, пожалуйста, Тамерлан, вообще проходят соревнования по группам возрастным, по весовым и так далее? Ну, именно исходя вот то, что проходило в Астане, чемпионат мира в 2014 году, там он проходил по номинации фристайл. То есть участнику даются 3-4 минуты на выступление. Эта площадка полностью в его распоряжении, и он уже здесь показывает свою фантазию, то есть сложность элементов. То есть в полном распоряжении он показывает свое мастерство. И, соответственно, это оценивается судейской коллегией. Только фристайл? Да, но также идет по стритлифтингу, это с утяжелением чемпионата мира. И также удержание флажка на время тоже проходит